Проходи. Ох, ну и тяжелые у вас сумки. Куда поставить это? Любой груз становится легче, когда знаешь, куда его несешь. Бросай прямо здесь. Я хочу тебя отблагодарить. Пойдем попьем чаю. Нет, спасибо. Мне надо свои вещи еще разобрать. Я сразу понял, что ты не отсюда. Откуда ты? Я из города. Вчера приехала и над вами поселилась на 3-м. Из города? Угу. Зачем? Вся вода течет туда. Я писатель. У меня творческий застой. Приехала за вдохновением. За вдохновением? Угу. Сюда? Люди сюда приезжают только умирать. Шучу, шучу. Проходи. Нет, мне правда пора. Знаешь, казахи говорят, кунак келді, рысына алып келді. Дұрыс па? Я дурус. Вот поэтому и проходи. Ладно. А как звать тебя? Карина. А вас? Урал. Уралата. Приятно познакомиться. А вы давно здесь живете? Я здесь не живу. Я ребро этого города. Я видел, когда заложили первый кирпич. И, наверное, увижу, как вынут последний. Так о чем пишет такой молодой писатель, как ты? О любви в большом городе? Я пишу о жизни, о справедливости, о людях. Пытаюсь понять, почему они поступают так, а не иначе. О справедливости? Какая ты милая, а? Ты приехала в самое неподходящее место для этого. Вы считаете, что ее здесь нет? Она есть. Но она, как правда, у каждого своя. А что, по-твоему, есть справедливость? Справедливость – это баланс. Когда поступки имеют равные последствия для всех. Когда закон защищает слабого от сильного. Закон – это только поводок, который придумали сильные, чтобы управлять слабыми. Вы в это верите? Я в это не верю. Я это вижу. Каждый день. Зачем ты приехала именно сюда? Я ищу истории. Мне говорили, что здесь, в Сарыарке, они лежат прямо на улицах. Какая глупость, а? Хорошие истории не валяются на улицах. Они хранятся здесь. Мне кажется, вы видели многое и можете рассказать кучу таких историй. Да, видел. Я видел, как этот город менялся. Как менялись люди. Как простые люди ломались. И видел последствия, когда они вставали. И каратель был одним из них. Каратель? Я думала, это городская легенда. Для кого-то это легенда, а для кого-то это последнее, что он видел в своей жизни. А вы его знали? Каким он был? Был ли он добрым? Мне ужасно интересно. Как у казахов говорят,
Қонақта сөзбен тойғыза алмасын? Ну что ж, для такой истории нужно что-то покрепче чая. Ну, так каким он был? Он не был добрым. Но иногда недобрые люди могут сделать мир чище. Был в нашем городе судья. И он считал себя хозяином города. Он так яростно боролся с нечистью, что даже не заметил, что стал ее главным чудовищем. И судья думал, что он поступал правильно до той самой ночи. Что значит не готова? Ты охренел, что ли? Значит так, поднимаешь свою жопу и приезжаешь сюда через 5 минут с готовыми документами. Иначе боль из моей башки быстро перетечет в твою задницу. Мудак. Берут всякую шушерь, мучайся потом с ними. Одно левое движение зарежу, как свинью. Что вам нужно? Возьмите все, что хотите. Только не убивайте, пожалуйста. Закрой пасть. Езжай. Кто вы такой? Зачем вы меня тут заперли? Имейте в виду, у вас будут проблемы очень серьезные. Помнишь его? Да, я судил его несколько лет назад. По-твоему, это был суд, когда все доказательства были собраны, вина доказана, а ты отпускаешь его на свободу. Все было по закону. Там не было состава преступления. У меня не было другого выхода. Давай так. Ты скажешь правду и будешь жить. Обманешь, я твои кишки наружу выпущу. Хорошо, хорошо, хорошо. Я все скажу. Говори. За него просили очень серьезные люди. У меня не было другого выхода. Сколько? И я предупреждал. 10 миллионов. 10 миллионов за то, чтобы насильник и убийца гулял на свободе? Ну, не убийца, он не убивал никого. Ну, так просто девчонку изнасиловал. И все. Месяц назад
он изнасиловал еще 2 16-летних девочек. Одна из них вышла в окно. Хорошо. Я обещаю, я сделаю все, что от меня зависит, и он сядет надолго. Только отпустите меня, пожалуйста. Ему это уже не поможет. Ты не увидел состава преступления? За это я лишу тебя глаз. Я избавлю тебя от твоих грязных рук, чтобы ты не мог брать больше взятки. Но оставлю твой язык, чтобы ты передал другим. Я приду за каждым.